інформаційний марафон продовжуємо ми, Осман Пашаєв. Та Оксана Денисова. У цьому блоці говоримо, як наші СММщики написали, про насущне з публіцистом та письменником Олегом Панфіловим. Добрий вечір, Олеже. Українською чи... Я понимаю, у меня жена украинка, попробовал бы я не знать Олег, мову. ви б отримали. Олег – громадянин Грузії, якщо що. Професор Державного університету Іллії, але ви вважаєте себе грузинським письменником, чи російським письменником, чи Нет, яким? ну российским я никогда не мог быть, потому что я никогда не был россиянином. Меня Господь миловал стать гражданином России. Не стать. Не стать. Ну, миловал стать. Вот, я гражданин двух стран. По месту рождения гражданин Таджикистана. Я сохраняю это гражданство, и гражданин Грузии. А в Україні ви презентували свою нову книгу на книжковому арсеналі, я так розумію. Да. Так? Ну, мне как-то странно повезло, что 2 года назад я как-то приехал читать лекции во Львов, в католический университет. Вот. И потом меня друзья пригласили в Тернополь. Я приехал и стал им рассказывать, что вот моя последняя книжка, я ее сдал в издательство в Грузии, но там у нас сейчас не очень хорошо с экономикой. Мне сказали, что денег нет, поэтому мы подтерпим пока. Вот. И что делать? Ну, я сказал, ну, давай мы издадим ее на украинском языке. Ну, это далеко не первая моя книга, я их уже 46 написал. Многие есть на всяких экзотических языках, там на монгольском, там. От ви принесли книжку чешською Це на мовою. чешській. А здається, не цю презентували. Презентували розмову з ватником. Размов с ватником. Я говорю разговор о с том, ватником. что вот эта книга, которая год назад была издана в Тернополе, она потом была переведена на много языков, на чешский, на болгарский, на грузинский. Вот. И им понравилось, они сказали, давай еще. Вот я написал еще одну книгу «Размова с ватником», которую презентовал в Тернополе, во Львове и вчера в Киеве. Розкажіть, будь ласка, як правильно розмовляти з ватником? Якщо... Ой. Є правила. Да, є правильно. Нет, но это все равно как романы о любви. Там же никто не расскажет, как нужно любить, правда? Але Вот. закінчується добре іноді. Разговор с ватником – это скорее как бы попытка объяснить, что с ними, конечно, надо разговаривать, но ничего не получится. Сенсу нема. Да, знаете, вот в предыдущей книге «Антирадянские истории», «Антисоветские истории» я писал о неизвестных страницах российской, советской истории. Вся проблема в том, что нынешняя ситуация с россиянами, она там, в глубине веков. Там, когда они создавали себе огромную территорию, огромное государство из завоеванных территорий, из ассимилированных народов. Вот. И естественно, что все советское время об этом старались молчать. Старались молчать о 150-летней русско-чукотской войне. 150 лет в 16-17 веках чукчи не давали завоевать свою территорию. Русско-бурятская, русско-хакасская, русско-юкагирская. И даже около 50 лет была русско-тинклитская война. Это индейцы Аляски. Те, которые не хотели оккупации российскими войсками своей территории. Вот и об этом, естественно, никто не хочет знать. И поэтому размова с ватником – это как бы такой виртуальный разговор. Я написал о каких-то вот таких мало или совсем неизвестных историях, вот, а там уже их проблема. Захотят они читать или не захотят. Ну, оце, я так розумію, як зараз було порівняння про кохання, да? Це як кохати треба, але все одно нічим гарним це може не скінчитися. Толку немає ніяк, да? Так Олег каже і про розмовляти треба, але нічим добрим не скінчиться, тоді навіщо розмовляти? Ну, хоча б про кохання можна не запитувати дурне запитання, а от розмовляти з вами, можна ж уникнути цього. Не получалось. Я прожил какое-то время в России, создал, и там, почти 10 лет была такая моя организация, Центр экстремальной журналистики. Мы пытались научить российских журналистов профессиональной
журналистики, ничего не получилось. Но ничего не получилось, это заметно, да, когда пришел Путин, Дуже помітно. восстановил традиции российской пропаганды, С и каждым мы роком увидели, все что помітніше все рухнуло, вся и наша работа. помітніше. Вот. И, наверное, это реакция на те российские годы, когда я пытался что-то рассказывать, пытался объяснять. Потом, когда я вернулся с войны в Грузии, я участник войны. В августе 2008 года я тогда работал в Совете Безопасности Грузии как волонтер. Я был в отпуске в Грузии. Тут началась война, и меня попросили помочь. А чим ви займалися в Радбезі? Информационной безопасностью. Ну, мы как бы изучали информационную войну. И я проводил тренинги с неправительственными организациями. Мы их учили собирать материалы у беженцев. Потом эти материалы уже попали в Европейский суд по правам человека. Вот. И, в общем, вот я после войны получил гражданство за особые заслуги перед Грузией. На свою голову вернулся в Россию, потому что у меня там была организация. Вот. Тут же получил порцию ненависти, там враг, предатель. Вот. Я доставал свой таджикский паспорт, говорил, кого я предал. Вот. Но потом понял, что это уже бессмысленно. И, как говорят англичане, купил one-way ticket, билет в один конец и уехал. И с тех пор живу в Грузии. Грузію війна навчила цій інформаційній безпеці? Да, но у нас другая ситуация. У нас нет русского мира, у нас нет пятой колонны, у нас нет Донбасса. У нас нет вот тех... У вас є Абхазія? Да, но это, И немножко- Хінвальський регіон. это не совсем то. Не может быть абхазо-грузинского конфликта. То, что случилось в 92-93 годах, это была российская оккупация. Конечно, в начале, в 92 году, был конгресс кавказских народов, там черкесы, там ингуши, чеченцы, Шамиль Басаев воевал. Здається, називався Конгрес горських народів Кавказу, так? Вот. А когда уже было понятно, что они не так воюют, тогда уже ввели русские войска, и в 93 году они уже... Тоді так само можна казати про Україну. Не може бути Україна української війни без... Без того, що Путін в біді. Без Україно-Донбаська війна. Смішно звучить, без конечно. військ і прямого керування Росією, тоді те саме можна казати. Але от моє перебування в Батумі торік, це менше року, мені здавалося, що нібито війни не було, якби, і що російська мова і неякісна, знаєте, якась російська музика, яка лунає з всіх барів, так нібито перебуваєш в якомусь... Як у нас, коротше кажучи. Так. Это отчасти бизнес, туризм, потому что приезжают русские туристы. Ну и отчасти это беда наша, потому что Батуми, в принципе, всегда был русскоязычный город, несмотря на то, что там и большинство жителей грузины, есть армянское население, были греки там и так далее. Но портовые города все на постсоветском пространстве, не все были русскоязычные. Вот. Ну, чего не скажешь о другой территории Грузии. Вот, например, мои студенты уже почти не знают русского языка. Да, там... Во-первых, у нас в школе... Але чи знають англійську? Да, но у нас с первого класса английский обязательный предмет. Я коли була в Грузії, в Тбілісі, в державному університеті, менше 25 років ніхто не розмовляє російською взагалі. Грузинська або англійська. Англійська може бути трошки крява, менше з тим. Так более того, они не только не пользуются, тут неправильный, наверное, глагол, знают, не знают, не пользуются русским языком, и поэтому влияние российского телевидения у нас минимальное. Но они... А ви якою мовою користуєтеся в Грузії? Я единственный профессор, читающий на русском языке, и у меня все время падает число студентов. А грузинську ви вивчаєте? Говорите Да, но грузинською? я не смогу читать лекции. Это довольно сложный язык. Вот, но они, мало того, что они уже не пользуются русским языком,
они уже давно оторвались вот от того идеологического пространства. Однажды, когда я читал лекцию об истории гражданских войн на постсоветском пространстве, я упомянул Чапаева и увидел такое недоумение студентов. Они не знают, Ты кто кто? такой. Я так обрадовался. Я про інше, про нагальне, про українське. Тема, яку ми сьогодні не змогли порушити в рамках нашого ефіру. От є група тут росіян, іммігрантів з Росії, які представляють собою нібито іншу, не путінську Росію. І ми бачимо цей скандал, який розгортається зараз поки що в мережі, в Фейсбуці. Людина, яка називає себе творцем цього образу ватника, Антон Чацький, який дозволяє собі такі речі казати, що я хоч, можливо, і підтримую кримських татар, але те, що там кого Росія переслідує в Криму, це Хізбут-Тахрір, це терористи, хоча ми знаємо, що в Криму за всі 23 роки української незалежності ніколи не було ані тероризму, ані випадків терору. Дозволяє собі себе називати, що ви татари там розбираєтесь в себе, а я в себе на Слов'янській землі, тут в Києві вдома. І таке складається враження, чи бувають інші росіяни тоді? Не бувають. Чому? Это все складывалось на протяжении нескольких последних веков. Вы понимаете, что когда из маленького московского княжества, потом царства, стала вырастать огромная территория, это же все происходило в результате захватнических войн. И в результате ассимиляции народов, которые жили на этой территории. Поэтому вот в этой книжке есть такая шутка, что если бы русские попытались бы выяснять происхождение своих фамилий, то половина опять стали бы татарами. Потому что Булгаков, Кутузов, Аксаков и так далее, Тургенев. Вот. Часть опять стали бы украинцами, потому что фамилии украинского происхождения. Ну, часть стали бы опять поляками, там, французами, голландцами. Я бы стал опять греком, потому что у меня греческая фамилия. И вот представьте, что у этого огромного населения, которое вдруг стали обозначать этнонимом прилагательным русские. Потому что это невероятно, потому что каждый этноним – это существительное. Ну так, українці, Українка. грузини. Да, грузин и татарин. А тут прилагательно. И вот я тогда еще написал одну шутку о том, как в XVI веке там русская армия скачет по предуралью, навстречу идет старик, его спрашивает: старик, ты кто? Он говорит: я татарин, зовут меня Аксак. А ему в ответ говорят: ты теперь русский, а твой прапраправнук будет великий русский писатель Аксаков. Вот. Поэтому что можно говорить о современных российских оппозиционерах, как они себя называют, если нет никаких традиций? Если нет традиции создания демократического государства, если нет традиции свободы слова, если нет традиции публичной политики. Вот. И я думаю, что, может быть, даже Валерия Новодворская, может быть, больше претендовала бы на единственного оппозиционера, который действительно понимала, что из себя представляет современная Россия. Все остальные, боюсь, что это уровень Навального, Крым не бутерброд, или уровень даже покойного Бориса Немцова, который поддержал войну в Грузии в 2008 году. Вот. Як це вже не прийнято згадувати, такі речі. Про покійних гармонійшого або доброго. І ці традиції запровадити, на вашу думку, неможливо. Моя цель определить проблему. Я никогда бы не стал уговаривать людей стать демократами. Я никогда бы не стал уговаривать людей определить ценности свободы слова. Я это пытался делать, когда жил в России. А потом, когда понял, что это совершенно бессмысленно, ведь все ценности демократии, свободы слова, они приходят постепенно. Свободу нельзя подарить, как это сделал Горбачев. Взял, вот, объявил перестройку глаз, сказал: ну вот вы свободны. І що получилось? Нічого. Всі вільні, всі Не моя метафора, але я її згадаю, вона була ще до війни в Грузії і до війни в Україні.
Ну не можна Україну взяти і вирізати на глобусі і перенести в якийсь інший кут там На на жаль, землі. да. Да? І так само і Грузію не можна вирізати. І обидві країни в будь-якому разі, а Україна в більшою мірою, межують з Вимушені. великою країною, яку ви кажете, без традиції свобод. І як тоді? Ну, Говорити з вимушені ватником жити з таким без сусідом. Уф, не знаю. Мне кажется, что все должно идти своим чередом. Если им досталось газ и нефть, то они должны почувствовать последствия вот той вольной жизни, которую они переживали последние там, десятилетия, этими санкциями. И пока Россия не научится самостоятельно жить, создавать, строить, планировать, созидать, вот, то бессмысленно ее убеждать стать нормальной страной. Понимаете, это совершенно бессмысленно. И что касается соседних государств, то когда-то им удавалось ассимилировать там чуваши, мордву, татар, ну не всех, конечно, кого успели, вот. Но Украину и Грузию – это территории, у которых есть своя история государственности. Это невозможно. Є питання? Да. Я просто хотіла, от Олег каже, що немає чітких правил, як розмовляти з ватником, а я от просто дивлюся, для того, щоб стиль розмови Олега з ватниками, просто можна зачитати, от просто заголовки з нового читаю. времени, да? З нового времени. Повернення краденого Криму, кремлівська зірка, чому в Росії брехатимуть ще більше, Кремль потрапив у гібридну пастку, навіщо Кремль придумує нові свята, тобто ви кажете, що стилю немає, але я бачу, що стиль доволі жорсткий. Это украинское новое время? Ну там з Крим Реалії, по-моєму, ви писали ще. Ну, там вони збірну таку зробили, да? Збірну. А, так вы мои заголовки. Я ваші я ж ваші. Це Оксана хоче ілюструвати саме, як розмовляти. Як ви розмовляєте з ватниками? Ви не в'їзний в Росію після цього? Нет, ну я, во-первых, я думаю, что я не въездной с войны. А вы С тех пор, как я уехал, потому что, во-первых, я получил гражданство за войну. Вот, во-вторых, я кавалер ордена. Вот, и в-третьих, я сам не хочу, потому что меня абсолютно ничего не связывает А ви с сказали, Россией. ви поверталися після війни разом? Не, я вернулся после войны, чтобы понять, что мне делать с моей организацией. И когда я понял, что ничего, то вернулся. Я повернуся до свого питання, я хотів поставити. Якщо про Грузію, про Україну ви кажете, що тут не можна буде щось зробити Росії, і тому такі жорсткі війни, бо є і історія державності, чому до Криму і до кримських татар, які зовсім не порівняно навіть з грузинами. Це інший порядок цифр, да? Чисельність, маленький народ, який вже там понад 200 років не має державності, да? Хоча має свою історію державності. Чому такий жорсткий напор саме до кримських татар, на вашу думку? Ненависть к любому свободомыслию. Это был главный принцип, по которому шли российские войска по территории нынешней России, потому как они шли, например, на Кавказ. Вот хороший вопрос, я никогда не думал, но вы мне помогли, чтобы сделать сравнение. Вот когда русские войска оккупировали Грузию в 1801 году, то первое, что они стали сделать, они лишили автокефалию грузинской православной церкви. Они запретили молиться на грузинском языке, хотя, понимаете, что грузинская церковь намного древнее, чем І якою молилися в Грузії тоді? Да. Якою мовою? Російською? Російською? Российскую, конечно. Они запретили обучение, образование на грузинском языке, только на русском. Более того, они запретили грузинское пение церковное, вот это вот красивое многоголосие. Грузинська еліта сприйняла це? Ну как, это же оружие. Нет, были восстания до середины 19 века, были каждый год Це восстания. інформаційна війна 19 Но століття. их подавляли очень жестоко и убивали огромное количество людей. Вот видите, вот часть истории, о которой вы тоже ничего не знаете. Они уничтожали грузинские фрески 13, 14, 15 веков в грузинских церквях.
Они перестраивали грузинские церкви. То есть, что они делали? То, что делают сейчас с крымскими татарами. Они уничтожают дух. Понимаете? А они для того, чтобы приручить, ну, простите за это слово. Нехай буде так. Да, ну, простите, опять-таки, как в цирке, да, дрессировщики поступают. Вот. И куском мяса или там куском хлеба и плетью. Они по-другому не могут. Они делали все то же самое. Они делали в Украине на всей другой территории с Переяславской Радой. Они делали это в Беларуси, они делали это в Центральной Азии в 19 веке. І здебільшого вони були успішні в цьому. Ну, когда есть сила и оружие, пока да. Но это же все не может длиться вечно. И поэтому у грузин к России совершенно определенное отношение. По последним социологическим исследованиям, буквально вот несколько недель назад, 86% населения Грузии сказало, что Россия главный враг. Что 90% населения России желает видеть свою страну в составе Евросоюза. Грузії. 90%. И 82%, чтобы Грузия стала членом НАТО. Вот и результат. У нас результати набагато Нет, конечно, в Украине відрізняються. другие Знаєте, результаты. так. Я от перед ефіром почув буквально, що у вас чи не єдиного в Тбілісі є кримськотатарський прапор. Да. Як це сталося? Чому? Що ви з ним робите? Ну, я уже об этом писал, что мое детство прошло с крымскими татарами. В В Таджикистані. Таджикистане. Я родился в Таджикистане, в Худжанде, или тогда назывался Ленинабад. О, це місце висилки кримських Да, татар, одне з найбільших. нам очень повезло, простите за такое слово, что к нам депортировали весь Симферопольский театр. И поэтому все крымско-татарские художники, актеры, интеллигенция оказалась или в Ленинабаде, или в Чкаловске. Вот. И поэтому я вырос с моими одноклассниками, однокурсниками, вот, которые мне рассказывали о судьбе своих предков, ну, потому что они уже родились в Таджикистане. Или их старики, родители или деды рассказывали мне, что произошло с ними. Я окончил художественно-графический факультет, и мы всегда должны были выбрать художника, мастера, у которого там, получать навыки. Вот я выбрал крымско-татарского художника, к которому пришел в студию Османов. Пришел в студию, а у него на стенах висят мне непонятные пейзажи, море, крепости. Вот я его стал спрашивать, он говорит, это Крым. Вот я это нарисовал по памяти, чтобы жить в этой студии, жить у себя дома. Вот тогда я стал понимать, что такое крымские татары. Кого-то пам'ятаєте з тих післядепортаційних акторів або співаків, там, де дійсно було багато? Сестер Асановых, конечно, я помню, но я не знаю их судьбу. Была потрясающая там, народная артистка Таджикистана Рима Бакал. Ремзей Бакал, так? Да, вот. Ну, всех уже не припомню. Но когда я в 2009 году приехал в Симферополь, мы с Костей Квуртом, директором Интерньюс Украина, мы хотели создать программу помощи крымско-татарским журналистам. Ну, я там повидал своих одноклассников, однокурсников. Вот, к сожалению, ну вот они сейчас в Симферополе, и, к сожалению, я уже не могу им звонить. Мы так иногда что-то там находим, какую-то возможность. І ваш тбіліський прапор – це з того 2009 року. Да. ще. І ви сказали, що нашого посольства нема прапора, і вони до роковин депортації беруть у вас його в оренду. А Да, це у ну вот- українського посольства. Да, но вот я улетал, и моя жена Оксана вот, сказала, что опять позвонили с украинского посольства и попросили прапор. Вот, есть фотография, что вот на 18 мая, в день памяти жертв депортации, мой флаг, как всегда, висел Слухайте, на украинском посольстве. ми просто, я думаю, що Олегу Панфілову не жалко давати на кожне 18 травня свій прапор посольства, але, можливо, вже Меджлісу треба подарувати Скинутися. Міністерству закордонних справ для всіх посольств, щоб презентували по одному Я кримсько-татарському как раз прапору. я сейчас буду забирать свой флаг и скажу, чтобы они
обратились в Министерство иностранных. Чтобы не Нет, ну годилось. мне не жалко. У меня есть маленький прапор, есть большой. А це не та книга, яку презентували ви тут, да? Нет, Це это, чеською это, мовою щось у это, вас? это предыдущая книга «Антирадянские истории», которая стала вот такой популярной. Ее перевели на разные языки. Вот эта В Україні книга... вона теж виходила. Да, она вышла первой на украинском языке, вот, а потом она вышла в Праге, потом в Софии. Вот, я думаю, что вот на А днях... в Європі з'являється зацікавленість до таких речей, тому що було враження до війни саме українською, навіть грузинська так не вплинуло, що взагалі вивчення, дослідження Росії і радянського всього, воно занепадало, і от тільки з'являється інтерес до того, щоб розуміти, що ж таке, це по-новому, якщо називається ватнізм або радянські історії. Нет, там, конечно, есть исследователи, которые всегда занимались. Ну, были советологи когда-то, потом они уже стали заниматься изучать путинскую Россию. Вот. Но, конечно же, это только на уровне исследований. Ждать от там, простых немцев, французов или итальянцев, что они будут знать, что происходит в Украине или какие проблемы связаны с Россией, конечно, нет. Просто помните, что 74 года Советский Союз был за железным занавесом. И поэтому они почти ничего не знают, что происходит на этой огромной территории. Это им сейчас нужно уже Але ж в объяснять. 90-х був великий викид інформації, да? Ну, якби, ну, тобто кінець 80-х за Горбачова і весь єльцинський період, тобто інформації було дуже багато. Все одно не Ні, ви так, достатньо. ви так Не іронічно, обольщайтесь. іронічно посмотрели. Чого не вистачало? Якої інформації не вистачало? Ну, во-первых, чтобы знать, нужно что-то читать. Вот, конечно, в России было много, и сейчас много иностранных корреспондентов, которые что-то пишут там. Вот. Но опять-таки представьте себе там итальянского виноградаря, да, который там целый день на винограднике, возвращается он, что будет открывать итальянскую газету и обязательно читать что-то о России? Нет, Ну, йому конечно. треба А 300 такі років. антирадянські історії він почитає? Но была презентация в Праге, это был огромный полный зал, там, не знаю, ну, тираж не очень большой, но надеюсь, что какое-то количество. Олеже, прочитают. як фахівець з інформаційної безпеки в Раді національної безпеки Грузії, скажіть, можете, ну, колишніх не буває, такі спеціалістів з інформаційної війни теж колишніх не буває. Скажіть, які основні недоліки інформаційної безпеки під час україно-російського конфлікту? Ви аналізували це? Конечно. Ну, во-первых, еще тогда, в 2008 году, мы просили наших украинских коллег, чтобы узнать, какой информацией пользуются украинцы о войне в Грузии. И тогда мы были поражены тем, что более 80% этой информации из российских источников. У вас самая большая проблема в Украине – это проблема русского языка. То есть для того, чтобы стать нормальным государством, должен быть один язык. Пусть там сейчас на меня опять скрипят зубами, вот, но это дело любого государства поддерживать свой родной государственный язык. И поэтому у вас самая большая проблема – это большое количество людей, особенно на востоке и на юге Украины, тем более тогда и в Крыму, это те, кто пользуется российским телевидением. И Путин, когда появился в Кремле, первое, что он сделал, это сентябрь 2000 года он подписал доктрину информационной безопасности. Он уже тогда начал восстанавливать традиции советской пропаганды. Это то, что мы сейчас переживаем. И поэтому надо ограничивать социальные сети. Я совершенно поддерживаю это решение. Мы 8 августа 2008 года закрыли всю трансляцию российских телеканалов. Я думаю, что в Грузии общество стало здоровее психически. Ну, заодно і, здається, журналістів і медіа клали обличчям на підлогу тоді. Не тоді це було? Чи трохи раніше, так? Да? За що? Був такий телеканал і медіа, пам'ятаю. де про... Нет, это было раньше. Это 2007 год. 2007. Это когда была попытка российского переворота. И этот канал участвовал в этом. Брав участь на вашому. Да, это потом ему создали такой имидж, там, гонения и прочее.
Вот поэтому проблема Украины – это ограничение российской пропаганды, российской дезинформации. Олег Памфілов, письменник, публіцист, журналіст, який Антиватник. презентував на книжковому арсеналі в Києві свою нову книгу «Як розмовляти з ватником», але вважає і певен, що сенсу це немає. Особливого не принесе. Так, ми виходимо з ефіру на новини, повертаємося з розмовою про нормандський формат з експертом-міжнародником. Дочекайтесь.